Огурцы, помидоры, тушеная капуста – настоящее изобилие для любителей. Ассортимент всех этих продуктов, конечно, можно найти в магазинах. Другое дело, что далеко не всегда продавцы имеют соответствующие документы на реализацию. С вопросом о наличии справок, маркировки и проверить условия хранения приехали сотрудники Роспотребнадзора. Домашнее консервирование не подлежит реализации. Обязательно только заводская упаковка должна быть и заводской этикеткой, да, маркировка с указанием всех наименований организации, сроки, условия хранения и так далее. Марет Торшхоева реализацией своей продукции занимается не первый год. Жалоб никогда не было, отмечает женщина. Труд этот не из легких, но результат довольны и покупатели. Логически чисто готовим, во-первых. Все чистота бывает. Фрукты ягоды очень хорошие выбираем. Соленья, варенье, все домашнее у меня покупают с удовольствием. Вот все, что у меня есть, на зиму себе люди покупали и ставили. Комиссия объясняет, реализация именно этого вида продукции, не выпущенного заводом-изготовителем, запрещена, и сотрудники Роспотребнадзора выписывают соответствующие предписания. Следующая точка – небольшой магазин, где реализуют фрукты и овощи. Соответствующие документы продавцы могут предъявить лишь на некоторые из них. К примеру, эти яблоки завезены из сада «Гигант Ингушетия». Проверкой точек реализации овощей и фруктов организаторы рейда во Всемирный день качества не собираются ограничиваться. Внимание комиссии привлекает и молочная продукция. В один из таких павильонов держат путь сотрудники Роспотребнадзора. Аза Плиева реализует свою продукцию, сметану, сыр и творог уже десятки лет. У женщины давно появились постоянные покупатели, но задача участников рейда – проверить документацию и качество продуктов. Тоже документы должны быть. А вот это вы на дому готовите, дядь, а ее и варенье. А дядь, тоже ищет заводской мах. На руках у предпринимателя оказалась только одна справка. Без нарушений и здесь не обошлось. Обязательно должна быть сопроводительная документация, должна быть заводская упаковка, этикетка, информация о том, о наличии наименования организации, которая производит эту продукцию, даты выработки, условий хранения, сроков хранения и контактные номер телефона, либо адрес производителя. Участники рейда раздают продавцам информационные брошюры и напоминают, какая ответственность грозит за нарушение закона. Хотелось бы дать напоминание, что покупать овощи и фрукты следует в местах санкционированной торговли, где осуществляется контроль за качеством и сроком хранения, условиями хранения товаров. Также следует при покупке обращать внимание на вид товара. Спрос на домашнюю продукцию, свежие фрукты и овощи, разумеется, будет всегда, но в первую очередь необходимо удостовериться, что продукты эти не несут вреда для здоровья. Мы ежедневно проводим проверки, чтобы товар был качественным, чтобы у них документы соответствовали, чтобы жалоб от покупателей не было. На сегодняшний день жалоб не поступало. Так что бывает чуть-чуть, сегодня есть где-то там документы, они с собой не взяли, забыли дома, а так у них документы есть, все есть. Сотрудники Роспотребнадзора выписали предписания по нескольким нарушенным пунктам и напомнили, они должны быть устранены в ближайшее время. В противном случае нарушителей ждут более жесткие санкции. Тамерлан Хамхоев, Майрбек Мержоев, Новости 24.